Твое мнение насчет послания Егора Борисова нашего парламента. Вообще, как ты считаешь, вот эти послания, они нужны ли вообще? Сейчас вот если посмотрим, даже исходя из нашего опыта общения с предпринимателями, мы что видим? Что люди еле сводят концы с концами, что люди на бюджетных должностях получают гораздо больше, чем люди, которые работают на себя. Но они же при этом платят налоги, те, кто работает на себя. Кто-то платит, кто-то не платит, но факт в том, что хотя бы занятость обеспечить. То есть сегодня действительно Борисов правильно сказал, просто все, он в принципе многие вещи говорит формально правильно, другое дело, как это исполняется. Но сейчас задача является действительно обеспечить людей, малый и средний бизнес как средство выживания. Ну а как это будет обеспечиваться? Каким образом? Если вот нынешний уходящий год, когда должны были поднимать, помогать бизнесу, ему как таковому помощи не почувствовать. Но в том-то и дело, видишь, что сейчас люди, вот как раз таки это увязано на антиалкогольной теме, да? Все люди кинулись, долой алкоголиков, долой там ремикс, долой там всех вот этих товарищей, алмаз, там, да, зачистим алкоголь. Так в итоге это оказалось, что многие люди работают в магазинах, сейчас выручка теряют, у них будет падать, с Нового года будет вводиться новая система. Рестораны будут тоже ужимать. Во многих ресторанах, вот мы подрабатывали, мне кажется, кризиса будет как дело стоит. Реально останутся многие люди без работы, а при делах останутся кто? Люди, находящиеся у блата. Чаще всего это родственники, люди какими-то там путями залезшие во власть всем силам, точно не по принципу. То есть на работе будут работать родственники родственников? Родственники родственников, знакомые. То есть сейчас я считаю, что в условиях кризиса кумовство, будет блат еще больше усилится. Потому что когда денег мало, всем не хватит. Отсеивается лишнее, а все будут стремиться сейчас работать, идти в бюджетники. На бюджетной должности чиновничьи не будут плодить. Чем больше борются с чиновничеством, тем оно больше плодится. Создаются ГБУ, создаются всевозможные учреждения с государственным участием. Вот эти слова госсми должны стать по-настоящему народными, транслировать глаз народа, этим как бы подтверждается, что до этого они этим не занимались. Да, они по сути сейчас пытаются некую такую найти... Не, ну ребята, до этого СМИ занимались давайте не будем отходить от того, что, ну, все-таки давайте, то, что, да, они, может быть, признают, но все-таки они услышали нашу точку зрения, да, и, возможно, примут на работу... Проблема-то в чем? Мы эту борьбу все-таки, которую мы объявили, да, мы ее проиграли. Пока что. Почему? В прошлом году на госсми было выделено сколько? Миллиарда. Меньше миллиарда, там, до миллиарда. В этом году, вот я посмотрел на сайте Вечерки, мне коллега Виталий Обедин показал, говорит, еще больше потратили. За счет чего это было сделано? Взяли, раньше все деньги хранились в одной кубышке. Департамент по делам печати. Все деньги там лежали, и их было легко взять и проконтролировать. Сказать, что вот здесь у вас вся сумма лежит, почему больше миллиарда? Ага, там вот мы вас поймали за руку. ОНС поймали их, да? И об этом, кстати, ну, то, что я задал вопрос Путину, об этом как раз и шла речь. Сейчас они как сделали? Они сказали, все, здесь мы усекаем деньги, а остальную сумму раскидываем по муниципальным образованиям и выделяем их в виде дотаций. Ну, как об этом говорилось раньше, что это чтобы поддержать малые печатные издания в районах, да? Ну да. Ну, например, я как смотрю. Вопрос даже не сколько в как таковой сумме, вопрос в том, как эта сумма используется. Потому что я, например, уверен, что большая какая-то часть этих средств, ну, скажем так, которая положена на зарплату, уходит в пользу руководства, а не в пользу людей, которые работают конкретно на информацию и прочее. Товарищи. Оптимизация должна идти не за счет того, чтобы урезать кого-то в зарплате там, из работников, да, или сокращать их, а может быть подумать над руководством, потому что у них зарплаты не маленькие, а управление эффектом от кого идет установка, как работать. Почему в итоге президент признает этими словами, что им надо стать более общественными, а до этого они как бы пиаром занимаются. Потому что начальник вот в этих СМИ государственных дает установку там хвалить власть, упоминать какие-то хорошие моменты и прочее. И в итоге госсми превращается в такую арену, такой экран, с которого идет только один пиар. Вот смотрите, какой у нас руководитель хороший, молодец. Да. И уходит от проблем общества. То есть об этом там не рассказывается то, что вот там была проблема с водопроводом, но его потом все-таки обратили внимание, починили, не рассказывается как-то вот это масштабно. А идет рассказ о том, что было заседание, на котором обсудили, что будет хорошо когда-то, что-то они будут делать, чтобы стало хорошо.
И каждый раз вот эти из каких-то собраний, про приезд, Да. встречу руководителя, все в таком ключе положительно, но это как пиар. Это Какой сути, хороший руководитель? Но нет, мало материалов, которые раскрывают проблему, которые показывают, что проблема была, что ее решают, что ее решили. Кстати, вот я по такого этому мало. поводу А было считаю, просто, что да. хороший руководитель, молодец, он что-то обсуждает, что должно Да, быть. давайте Как раз видеть в таки- этом позитивный как момент. раз таки вот и мысль-то в том, что госсми как раз таки должны быть именно выразителями общественного мнения, потому что они работают на деньги налогоплательщиков. Все. И, соответственно, Тезис окончен. налогоплательщики, ну, то есть потребители новостей, люди просто должны требовать от госсми быть объективными, ну, стараться быть. И самое главное, рассказывать о людях, о проблемах людских. Руководство сидит и говорит, вот будете нас критиковать, денег не получите. Ну, Получается конечно, же такая система. сейчас они пытаются это перебороть. Я думаю, что даже визуально мы видим на том же ЕСИА, да, в газете «Якутия», какие-то попытки создать видимость вот этой самой народности. Как раз таки, видимо, тот же Путин, да, он, в принципе, дал такую установку. Побольше рассказывайте о проблемах простых людей, там, да, о простых тружениках, вот это ваша задача. Да. Вот я вижу, что коллеги из ЕСИА пошли по этому пути и действительно стараются вот эту сферу осваивать. Да. Это хорошо. Но в том-то и дело, что, ребята, если вы уж возьмете эту тему, идите дальше, копните дальше. Возьмите, если вы взяли тему, допустим, по, не знаю, какой-нибудь про жизнь какого-нибудь сантехника, узнаете там, ну, потяните за ниточку, если вы потянете за ниточку... И оно вот историю- придет в Министерство ЖКХ. Да, оно придет вас в любом случае в какое-либо из министерств. А из министерства вы пойдете и потянете, и придете, опять же, к Ильдархану. И как раз тогда включится цензура. Вот с чем опасна именно государственная цензура. Тем, что она постоянно на самом-самом интересном месте, грубо говоря, мы каждый раз... Ребята, а вы не надо- заметили, что чем печальнее как бы ситуация, тем дальше перспектива? Опять же, середина 21 века, говорит. да, горизонт. опять же, вот, когда вот говорили о строительстве Вообще, кстати, на коммунизма. 2030 год, отсылка на 2030 год должна, наоборот, мне кажется, пугать, да? Потому Давайте что через такой месяц ситуации посмотрим. всё-таки надо будет оперировать ближайшими датами. То есть, мне кажется, что это какая-то попытка, может быть, такая подсознательная, такая стремление А показать, сейчас- что мы стратегически мыслим, да? То есть это человек тем самым хочет показать, Спокойствие им. что спокойствие, что у них план есть на Надолго, 2000, они надолго, стабильны, да, там, стабильно. крепкие, там, продуманные. Да, а в то же время мы замечаем, что даже в течение одного года, вот этот год мы пережили, сколько всего было потрясений для тех же предпринимателей, да? Да, грубо говоря, у нас у якутян были куча надежд вот, на мост, прочее, Да. да. А внешнеполитические события, Да. все это нам обрубили. Сколько всего Ну, было? конечно, нельзя говорить, что это было плохо, там еще что-то, но оно как-то вот повлияло, Да. и нам надо исходить из тех условий, Просто, которые просто есть. в 2030 году скажут, ну нельзя было всего предугадать. Я просто помнишь, что Рох что говорил? К 2020 году каждый якутянин будет получать 40 тысяч рублей. Но пришла инфляция, доллар подорожал, и эти 40 тысяч рублей... Не, ну почему? У нас в 2015 году 40 тысяч на жизнь не хватает. Средняя зарплата-то у нас Это вот- 52 вот это, тысячи. Тем более. это очень вредная привычка мыслить вот этими категориями на будущее, до 2020-30 годов. Вы на год мыслите Потому хотя что бы, ребята? я, например, считаю, не надо мыслить таким, то есть посыл такой, зарплата будет там 40 тысяч, там, Да. 50, 100, да хоть 200 тысяч, вопрос не в сумме, вопрос в покупательной способности. Мне кажется, если бы в свое время Штыров и в свое время, вот сейчас вот и Борисов сказал бы, Да. мы в 2030 году добьемся того, что якутянин сможет себе купить квартиру спокойно там, в течение там, 5 лет, на Этого свою не зарплату получалось, накопить, еще прочее. Вот этот характер. А, А то, заметь- что ты скажешь 200 тысяч, так будет инфляция, и эти 10 Так то тысяч же будут самое. меньше, и выборов в Госдуму ожидается высокий уровень конкуренции. Наша задача объединить усилия всех жителей республики для достойного выбора депутатов высшего законодательного органа страны, реально болеющих и делающих конкретные дела для родной Якутии, для нашей России. Вот по депутатам теперь. Ну что я могу сказать? Эти депутаты перестали быть представителями народа. Вообще они ушли в свои миры. Это при том, что многие из них выбираются по списку. Они, по сути, они являются либо списочниками, либо людьми, которые, ну, в любом случае, это люди, проявившие лояльность, люди, работающие в госструктурах, люди, получающие деньги от госструктур. То есть Это- независимых депутатов, которые хотя бы именно шли самостоятельно, их мало. Но, с одной стороны, сейчас, заметь, сейчас время как раз-таки вот этих пресловутых общественных деятелей. Вот я сейчас, ну, хотел проанонсировать, в середине декабря мы вот с другими, как говорится, как сказал Брычалов, городскими сумасшедшими проведем форум городских сумасшедших. Он пройдет в Мусхая, и туда придут все персонажи города Якутска. Они вот сами того не зная, вот сейчас вот такими вещами они растят голь, они, знаешь,
они создают такую ситуацию, в которой скоро городские сумасшедшие, как зомби, начнут как захватывать власть. Не, ну серьезно, со всех сторон там тут идешь такой там, ой, получается, ты куда пошел, получается? Там зори такие. Бюджетные деньги, не трогайте! Они немножко неотесанные, да, не причесанные. Кто-то их называет шариковыми там. Это первый этап становления таких, знаешь, вот, ну, реально Активного гражданского И общества. вопрос в том, что по сравнению с ними депутат уже не может апеллировать как раз таки Да. к людям. А- Люди а- не воспринимают да. как народных А на- избранников. а народный избранник, который не имеет официального статуса как Да. депутат и прочих инструментов к власти, но он, тем не менее, будет иметь поддержку. То есть, как ни странно, они сейчас сами как раз таки вот таким огораживанием, они усиливают влиятельность общественных деятелей. Имеет влияние на власть, на бюджет, то есть могут проголосовать за то, чтобы какую-то программу принять, куда-то направить Да. финансирование средства. И они не делают, скажем так, то, что идет запрос от общества. А есть общественники, которые эти требования от общества понимают, их собирают, их подают, но у них нет инструмента, чтобы куда-то что-то направить. Денег нет, грубо говоря. Да, и в итоге И- будут разногласия, что люди хотят этого, на это нужно влить какие-то средства, там еще что-то уделить. И есть депутаты, которые будут в контрах, получается, они не будут на это дело как раз таки средства выделять. Поэтому я думаю, да, То есть будет ли у них вот именно контакт, когда они скажут, да, действительно, мы с вами согласны, мы будем прорабатывать программу, мы будем как депутаты там, в правительстве добиваться того, чтобы изменения какие-то пошли и прочие программы какие-то на будущее принять, действительно изменить там какую-то Да, политику, экономическую там, деятельность и прочее. А я так думаю, что у нас любят сеять раздор и будут на этом играть. И в итоге получится, что масса людей, которые чего-то хотят, но не могут получить на это средства, и те, которые эти средства могут ими управлять, но не будут ими делиться, скажем так. В общем, ладно. Ты это маму мы любишь? завершаем. да. Это В общем, был пробный выпуск программы «Диванные аналитики». Да, спонсор показа. Диван. На этом мы завершаем и надеемся, что в дальнейшем будем с вами встречаться в эфире. До встречи. Да, встречи. До свидания. Так, все. Пока-пока.